Житель Урмарского района осужден за заведомо ложный донос о совершении преступления. В Урмарском районе вынесен приговор по уголовному делу в отношении 67-летнего местного жителя. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенного с обвинением лица в совершении тяжкого преступления». Судом установлено, что подсудимый днем 23 февраля 2019 года, находясь в здании МВД России Урмарский, с целью незаконного привлечения к уголовной ответственности своего знакомого, сообщил сотрудникам полиции заведомо ложные сведения об открытом хищении у него денежных средств с применением насилия. Далее он подтвердил свое сообщение в объяснениях в письменном виде, введя в заблуждение сотрудников полиции. В ходе последующей проверки установлено, что какие-либо противоправные действия в отношении подсудимого не совершались. Кроме того, подсудимый обвинялся в совершении также других преступлений, предусмотренных статьей 119 части 1 УК РФ «Угроза убийством» и статьи 115 части 2 пункт В УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступлений не признал. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил жителю поселка Урмары наказание за совершенное преступление в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Информация из пресс-службы прокуратуры Чувашской Республики. В Чувашской Республике перед судом предстанет бывший главный бухгалтер медицинского учреждения. Прокуратурой Чувашской Республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера Янтиковской центральной районной больницы. По версии следствия, главный бухгалтер, используя свое служебное положение, являясь единственным медицинским учреждением обладателем доступа к установленному на ее рабочем компьютере программному продукту, посредством которого в банк направлялись электронные реестры для перечисления заработной платы, в период с 2013 года по август 2018 года вносила в указанные реестры заведомо ложные сведения о начислении себе и другому работнику медицинского учреждения дополнительных денежных средств. Всего за указанный период времени обвиняемая незаконно присвоила и растратила денежные средства на общую сумму, превышающую 11 миллионов и 100 тысяч рублей. Часть незаконно полученных денежных средств в размере около 2 миллионов обвиняемая незаконно легализовала путем проведения операций через кредитную карту и оплаты текущих платежей по ипотечному кредиту. Действия обвиняемой органами следствия квалифицированы по части 4 статьи 160, части 3 статьи 160, части 1 статьи 174.1 УК РФ. В целях обеспечения гражданского иска наложен арест на денежные средства обвиняемой, находящиеся в кредитном учреждении, а также на принадлежащее ей недвижимое имущество. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Урмарский районный суд. Информацию предоставила пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики. Бывший главный бухгалтер районной газеты осуждена за присвоение чужого имущества с использованием служебного положения, а также хищение чужого имущества в крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием. Красноармейский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главного бухгалтера автономного учреждения редакции Красноармейской районной газеты «Ялпурно-Сельская жизнь» Мининформполитики Чувашии. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере с использованием служебного положения», части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения». Установлено, что подсудимая, являясь должностным лицом, на протяжении 2018 года похищала денежные средства организации путем перечисления на личный лицевой счет в банковском учреждении завышенной суммы заработной платы на общую сумму 256 тысяч рублей. Также виновная длительное время в течение 2018 года с кассы организации присваивала денежные средства в общей сумме около 46 тысяч рублей, предназначенные для зачисления на счет учреждения. Суд с учетом позиции государственного обвинения, а также возмещения ущерба, причиненного преступлениями, назначил виновной наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно
условно с испытательным сроком на 2 года. Отмечаем, что уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки. Приговор в законную силу не вступил. Информацию предоставила пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики. Житель Ибресинского района осужден за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Приговором Ибресинского районного суда 30-летний житель поселка Ибресье признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Установлено, что житель поселка Ибресье в период времени с 21 часа 25 апреля до 2 часов 26 апреля 2019 года употребил спиртные напитки в лесном массиве около деревни Сосновка Ибресинского района. Около 3 часов 26 апреля 2019 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на своей автомашине марки ВАЗ-21102 в направлении своего дома. Сотрудники отдельного батальона ДПС ОГИБДД МВД по Чувашской Республике попытались остановить автомашину подсудимого, но на требования сотрудников полиции остановиться он не отреагировал и попытался скрыться. Только около дома номер 13 по улице Новая поселка Ибресье подсудимый был задержан сотрудниками ДПС. Ранее постановлением суда в 2018 году подсудимый уже был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 7 месяцев. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и с учетом наличия у подсудимого на иждивение 3 малолетних детей, беременности жены, назначил осужденному наказание в виде 100 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 8 месяцев. Приговор не вступил в законную силу. Информацию предоставила пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики.